Добрый вечер. Сегодня у нас такая насыщенная программа. Вечер памяти Фикрата Ахмедьяновича. У нас сегодня сам лично приедет Мухаммед Рош, почитает дуга Фикрата Ахмедьяновичу и всем людям, которые занимались татарским национальным движением Москвы. Вот такой у нас сегодня Коран почитаем, дуга здесь. Вот. Потом у нас здесь есть ряд выступающих, много людей, которые работали с Фикратом Ахмедьяновичем в Афганистане. Люди работали, которые, значит, в Казанском обкоме. Люди работали, которые уже общались здесь в Москве. Поэтому у нас сегодня вот вся жизнь, мозаика Фикрата Ахмедьяновича, здесь практически она в людях представлена. У нас сегодня генералы, герои, общественники и самое главное, мы вот пригласили сегодня молодежь. Я хотел бы всех поблагодарить за ту поездку, которая сегодня была у нас. Вот мы поехали на кладбище, значит, памятник, все это, цветы положили с утра, и вот, значит, делегации съездили. Вот теперь молодежь у нас знает дорогу, надеемся, что будет у нас и день смерти есть, 3 июня, по-моему, да. И вот день рождения, все-таки это наш кумир, наш герой, на которых мы равняемся. У нас был создан в 92 году клуб ДЛ-16. В 97 году уже на базе клуба ДЛ-16 создался штаб татар. Это молодежное ответвление, где мы стали. У нас все это придумал, создал Фикрат Ахмедьянович Табеев. Вот. А мы уже, значит, при нем создали вот этот штаб татар Москвы. Вот Саша здесь, многие ветераны, которые уже много лет, значит, посещают штаб здесь. Вот и люди, которые есть на первых наших заседаниях, были в 98-99 году. Вот, и мы, значит, создали вот это молодежное движение. Фикрат Ахмедьянович, чтобы было понимание, он занимался продвижением кадров в Москве. Он считал, что необычные кадры в Татарстане работают, и вот он, независимо от национальности, он продвигал кадры в Москве. Мы, в свою очередь, со штабом еще к этому подключились и начали проводить национальные вопросы. Вот, сохранение татарского языка политики. Вот у нас две главные задачи в Москве. Вот, у нас есть охват молодежи где-то в районе 10-12 тысяч. У нас в день смотрит от 80 до 100 тысяч. Да? Вот у нас 4 канала YouTube, 500 роликов мы в год делаем, 1,5 миллиона за прошлый год нас просмотрели. Так что вот такая деятельность у нас. Вот. И вот этот DL-16 он передал нам. И мы являемся правопреемниками дела Табеева клуба DL-16. Он сейчас на нас оформлен. Вот. У нас в Национальный конгресс татар, вот как Александр сказал, в этот Национальный конгресс татар входит 4 общественные организации, зарегистрированные в Минюсте, и 5, значит, не без регистрации. У нас 5 организаций входит вот в этот Национальный конгресс татар. С чего бы я хотел начать? Вот я приехал летом в Нижнекамск. Меня пригласили в школу. Захожу я в актовый зал. Полный зал народу, школьников. Там в этой школе улица Табеева, там очень густонаселенные, молодоженов много, и там 1800 учатся детей. Там первых классов, по-моему, 9, да? И вот они, значит, меня поставили в общую очередь, и мы вступали в ряды табеевцы, вот как раньше в пионеры, понимаете? Вот я не знал, это само собой появилось такое движение табеевцы. Они проводят универсиады спортивные, семейные. Они, значит, и вот это вот движение табеевцы, тот, кто хорошо учится, кто мотивирован, кто хорошо, значит, в общественной жизни, вот они принимают торжественно эти табеевцы. Меня приняли в эти ряды, мне дали этот значок. Вот. Если кто-то будет когда-то в Нижнекамске, обязательно зайдите в эту школу. И сегодня в Нижнекамске открывается музей Табеева. Музей Табеева, значит, и мы принимаем, и что самое интересное, да, это не наша инициатива. Вот это хорошо, что эта инициатива, она родилась там, в школе, вот, чтобы мотивировать вот этих детей, да. Мы сейчас очень хотим, чтобы это была как цепная реакция, как сетевой маркетинг, чтобы подхватили другие школы, другие города, и, значит, это табеевское движение, оно бы как-то разрослось бы по всей России. Сейчас нет пионеров, на чем воспитывать, нам нужны герои, нам нужны идейные такие вот мысли, на чем воспитывать нашу молодежь. Вот. И вот это вот сегодня музей, табеевское движение, вот это вот. Второе, значит, я сейчас был в полномочном представительстве, там была, значит, у нас встреча, супруга Табеева, значит, была 93 года, она выступила очень хорошо, сыновья, и вот у нас по традиции, значит, с полпредси мы провели там вечер памяти такой, вот.
Поэтому мы собираемся каждый год в таком составе, многие знают, едем на, значит, на памятник, как по традиции. Вот. Поэтому сегодня здесь очень многие люди, которые знали, работали. Это же был Советский Союз, мы многие из Советского Союза, да. И вот у нас на сайтах есть 4 фильма. И мы отошли от стандартов, не стали вот эти вот документальные, как в телевизоре. Мы взяли людей, которые с Табеем жили в одной комнате в общежитии. Мы взяли его одногруппников, мы взяли его земляков. И вот мы у всех брали интервью. И вот у нас 4 фильма на каналах YouTube, чтобы это было, значит, что он такой же, как и мы с вами, земной, но в то же время, вот вы представляете, да, вот кто не знает Татарстан, он приехал на картофельное поле, да, на картофельное поле, ему было 32 года. И вот он на этом картофельном поле за 5 лет построили 650 тысяч город населения и начали выпускать КАМАЗ. Понимаете, это сказка, этого такого скачка промышленного нигде не было. Это в мире нигде не было. И поэтому я считаю, что личность Табеева до конца не изучена, не проанализирована. Вот, поэтому, значит, он уникальный человек. Вот. Нам посчастливилось вот с 97-го года с ним общаться, он нас наставлял многих, перед нами выступал, значит, но у меня особые отношения, потому что когда мне было 4 года, и вот это 10 лет до 14 возраста, я периодически с ним встречался на одной пасеке в Меделинском районе, и я ему насаживал червяки на крючки. Вот. И вот, значит, он говорил, рыба под водой нет. Рыбы под водой не было, но крючки я насаживал, он говорил, что я счастливый, маленький. И вот поэтому у меня всю жизнь у меня вместе, вот я сюда приезжал в Москву, я с ним общаюсь с молодого возраста, получается. И вот поэтому для меня это особенно, вот я приехал, когда и меня так это встретили, значит, и вот такое у нас. Ну, одно дело ведь мы взяли продолжение Табеева, да, на себя такую роль, а другое дело ведь надо соответствовать. И поэтому ведь надо не подвести, чтобы у нас было все на уровне, чтобы мы, значит, деятельность Табеева, вот эта линия у нас продолжалась, с молодежью мы работали. Вот. Он, значит, ну, в 2 словах уж я вам скажу, вот он каждый раз мы собираемся, молодежь, вот, приходите на работу на час раньше, уходите на час позже. Вы должны добиться вызова. Вот где вы работаете? На стройке. Почему вы не начальник стройки? Вы врачом работаете. Почему вы не главврач? И начинается вот это вот. Давай завтра позвоню. Подойди ко мне. Почему так? Давай так, давай. Вот как-то он давал такую установку нам всем, да. Нам, конечно, долгое время этого не хватало потом. Но вот как-то вот им заданный такой запал, им такой вот вектор такой, значит, нашей политики, он до сих пор продолжается. Вот. У нас был такой момент, что мы последние годы, он уже был в возрасте, мы, значит, начали приглашать на его дни рождения администрацию Челнов, Нижнекамска и Казани. Когда не стало его, вот это вот название улиц, да, это ведь с населением связан вопрос. Поэтому никаких не было вопросов, потому что мы уже несколько лет население еще при жизни начали готовить к этому. Вот в Челнах, в Нижнекамске, в Казани есть улица в честь Фикрата Ахмедзяновича. Вот есть мраморная табличка. Вот. И сегодня у нас уникальность вечера в том, что Мухаммед Рош, человек-легенда, это редактор Корана, его, наверное, представлять не надо. И вот они жили на одной улице, ходили в один магазин. Ситцев Вражик, он был на Гагаринском или Афанасьевском жили, или как-то кто-то там рядом, да. Вот. И поэтому, значит, сегодня мы попросим Мухаммеда Рожа, вот Фихрат Ахмедзянович, Ахмедзяна сын, вот ему дуга почитать. Вот это вот мы хотели бы. Вот. В Коране написано, что, например, Дауд, Сулейман был послан для своих народов. Иисус был послан для детей Израиля. Ибрахим был послан для своих народов. Единственный пророк, два пророка, которые не написаны так, это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям для всех людей, и еще Иисус написано для детей Израиля. Для детей Израиля, потому что там Иисус нельзя назвать его, что нету нации у Иисуса, так как он родился без отца, поэтому у него нации нет, поэтому мы говорим, послан для детей Израиля. Израиль это Яков, дети Яков, у Ибрахима алейхиссалям был два детей. Один Исмаил и второй Исхак. У Исхака был один сын, который Яков. У Якова был 12 детей.
слово Израиль это значит солдат Бога. Исра это слуга, а И это Бога. Исраиль. Это солдат Бога. Как в арабском, если вы знаете, Абдуллах. Здесь мы должны все наши мусульмане, все татары, все кавказские, все, которые имеют отношение к исламу, сказать слава Богу, альхамдулилля, Оди Россия хорошо относилась со всех религий. Одинаково она смотрит на всех религий одинаково расстояние. Она и разрешает, кто хочет верить, кто хочет не верить, кто хочет быть еврей, кто хочет быть христианин, кто хочет быть православный, кто хочет мусульманин. Слава Богу, могу сказать, здесь демократы очень, как вам сказать, она очень, это единственная религия, которая может распространяться только в режим свободы, в режим не диктаторский. А, к сожалению, все эти, например, когда были все гонения мусульман, были именно диктаторские. Испанские, если бы кто читал испанские истории, мусульмане жили в Испании около 500 лет. И здесь большая цивилизация, большая, огромная цивилизация до сих пор. Испания до сих пор получает больше, чем 55 миллионов в год за то, что они посещаются эти места арабские, которые строили. Аль-Куртуба, Аль-Гарната, и многих городов, которые вообще сказочные. И такие мечети Гарната вообще даже его нету. В Гарната была очень развита цивилизация, исламская цивилизация. Но эти испанцы так немножко завидели, не поняли ислам, и была очень война, разделили мусульманские, как называется, эмиров в Испании, и начали разбирать их, и между собой воюют каждый у другого, и так они ушли оттуда. Но сейчас, между прочим, Испания вращается к исламу. А здесь, конечно, этот наш брат Вихрат, да, там, Вихрат Ахмед Янович. Мы об этом слышали до этого у наш брат Ислам. Это человек большая величина татарской умма. Мы гордимся, что есть такие в этой нации татарской такие люди, которые они принесли очень много и в развитии этой страны, и в развитии наука, и в развитии культуры. И поэтому здесь могу сказать, что мы очень благодарим наш брат Расим Эфенди, что он именно вспоминает этот день. Мы, когда мы вспоминаем, мы должны иногда последить их. Он был очень грамотный, очень культурный, и он сделал много на татарском языке и на русском языке. И его работа многих были очень болезненны для умма. Поэтому здесь могу сказать, что это очень должны быть такие вечера, потому что люди вспоминают великих людей. Умма, которой нету великих людей, это умма не должна забывать своих великих, своих вождей, своих, как называется, люди, которые они именно служили родину, служили язык, служили нации. Поэтому здесь я с удовольствием, я вспоминаю это. Конечно, к сожалению, мало знаю об этом, потому что у меня все литература, которые у меня были на русском языке. И здесь, когда приехал сюда, это было в 70-х годах, когда был СССР, общий язык, русский язык. И было и в России, и в Средней Азии, и на Кавказе, и везде. И я был удивлен, что никто из них не знает ислам. Я помню, тогда было СССР было около 300 чем-то, 350, наверное, миллионов. Да, и на Средней Азии около 50, на Кавказе около 20, в Татарстане около 10-20 тоже. И мне было жалко, мне было очень обидно, что ни один из них не знает свою религию. СССР это коммунизм изобретили, но это запрет не запрет не отстранил люди от своей веры. Как ушел этот режим коммунистов и большевиков, сразу люди и в церковь пошли, и в синагогу, и в мечети, и так далее. Поэтому здесь желательно, мы живем на земле, это мы во всех религиях, что мы живем временно, испытания. После этого у нас будет все, до сих пор никто вечно не жил. Все умираем, и мы считаем, что после смерти точно есть воскресенье, воскресит все люди, Аллах собирает их, и с ним рассчитывает, как они вели себя на земле,
Аллах любит, когда люди помогают друг другу, когда они держат друг друга, когда они поддерживаются. Лучшие из вас, кто лучше относится к своим соседям, лучшие из вас, которые относятся к своей жене, лучшие из вас, которые относятся хорошо к детям, лучшие из вас, которые это именно носят добро на земле. И говорит, в Коране 10 место, много мест написано, совершите добро, совершите добро. Много рассказов пророка, саллаллаху говорит, сосед, который мешает и, это, например, беспокоит своего соседа, никогда не будет чувствовать запах рая. А сосед, который хорошо относится к своим соседам, они оба будут в раю. Сейчас доказано, что есть именно вторая жизнь. Даже ученые доказано. Все доказано, что есть у человека, у каждого человека, это, в конце его позвоночника есть такая точка, которая она никак не исчезает. Они попробовали, сгорели, зажгли ее, ударили его, все равно она осталась копчик. Это копчик, особенно Аллах, много хадисов про что после смерти, и когда Аллах решает кончать жизнь, и воскресит всех, это из копчик все люди растут, как растет этого, и с ним идет к Аллаху Субхану ва Тааля, Богу. Мусульманин не имеет, должен верить в единственный Бог, Аллах Субхану ва Тааля, который не имеет ни помощник, ни любовница, ни жена, ни вид Бога, так называется, потому что Он один, всемогущий, всезнающий. Если мы смотрим, как строение в 10 месте в Коране написано, подумайте в себя, как вы созданы, подумайте в горах, подумайте в звезды, как они вращаются. Даже состав вода, состав все, много. Между прочим, в чем отличается Коран от других предыдущих книг? Предыдущие книги были рассчитаны на накальный народ, и накально, и временно. И Аллах не взял на себя сохранность ни Библии, ни Тора, ни Талмуд, ни Бытижни Моисея, потому что они были временные, посланы для людей. А в Коране 10 мест написано, мы послали Коран и соблюдаем его сохранность. Сейчас все ученые удивляются, так много научных знаков в Коране. Как строение звезд, как строение эмбриона внутри матери, как бедуин Мухаммад, который жил в полуостров, арабский полуостров, где наука не была, где знания не было абсолютно. Он объясняет, как развивается эмбриолог лучше, чем компьютерный микроскоп. И все врачи, которые и канадские, и американские, и французские, и даже в последнее время тоже и русские говорят, что это как объясняется Коран, развитие эмбриолога у матери, его нигде нету, и даже точнее, чем любого электронного микроскопа. Поэтому мы живем на земле, и чтобы Аллах не зря. И есть такая ayat в Корана, «Вама халахту джинна валь инса илля лиябудун». Какой что-то айбада? Это послушание. Если вы, что такое хороший гражданин? Хороший гражданин, который хорошо слушает все законы, которые в стране. А это все наша земля, это Божье государство. И ну и конституция. У нее есть всякие, она очень, конституция очень добрая, она идет навстречу. Аллах, Субхану ва Тааля, никогда не делает тяжесть в соблюдении религии. Есть, например, доказать пост, соблюдать пост. Вы болите, имеете право не соблюдать пост. Вы идете в сафар, это путешествие, вы имеете право не соблюдать. У вас летаете в самолет или в машину, у нас, например, по исламу 5 раз должны делать намаз, а имеете право собрать. Второй намаз, третий, четвертый, пятый, чтобы облегчить. Аллах говорит, каждый, что у вас есть знания или материально, не имеете права у вас лишнее, если кому ваш сосед нуждается. Хадис Пророка саллаллаху не является мусульманином, кто ложится спать сытый, его сосед голодный. Между прочим, это в 70-х годах, когда первая страна залива Кувейт сделала отношения с Россией. И послали туда Сейф Мулуков. Вы, наверное, знаете, да, его Сейф Мулуков? У него такая программа была, Сейф Мулуков. Сейф Мулуков. Да, Сейф Мулуков. Он говорит, я не знаю, это социалистская страна или капиталистская, потому что все обеспечено, у всех свои, все, никого нет недостаток, у всех есть, что им нужно. Он говорит, вот это настоящий коммунизм, который должен быть, потому что у всех есть. Между прочим, государство Кувейт всегда, как закат от капитала, она 20%
раздают всем бедных стран Африка, Латинской Америки, арабских стран, Палестины, некоторые, которые на гастрофе и так далее, и так далее. Потому что между прочим, по исламу все богатства это должно быть общее. Никто не имеет права, исламское государство, никто не имеет права иметь нефтяной скважины. Или шахты для золота, или шахты для угля. Это должно государство и для всех народов. Здесь, к сожалению, неправильно разделены богатства на людей. И могу сказать сейчас, что Путин сейчас воюет вместе против Америки, потому что она оккупировала все богатства людей. У них они могу сказать, что они это сволочь, который они банк у них дают печатать доллар, который стоит 2 копейки, и передаются на сколько там 70 рублей в других стран. В арабском мире он стоит около 7 тысяч сирийских лир. Сейчас Америка. И это 2-3 еврейские, сионистские, не евреи. Евреи не только веры. Евреи это люди тоже хорошие. У меня сколько друзей евреи. Это сионисты, которые это хуже, чем фашисты, которые оккупировали, забрали себе все богатства людей и копейки не дают все люди. Поэтому я хочу, чтобы, поскольку здесь у нас скоро будет 8 марта, хочу тоже использовать случай, чтобы поздравить всех дам. Между прочим, по исламу, женщина сами обеспечена, сами лучшие религии, которые она относится к женщине, это ислам. Почему? Она обязана, когда она маленькая, дочь обязана родители ее сохранить. Когда она взрослая, и она вышла замуж, обязан ее муж кормить. Когда она, например, не вышла замуж, отец и его братья обязаны держать его, полностью обеспечить. И в Коране написано, извиняюсь, в хадисе Пророка саллям, лучше из вас, кто лучше для своей жены. Лучше из вас, кто хорошо для своей жены. У вас копии, которые тратите на жены и на дети, это лучше, чем которые тратите на куда угодно. Поэтому я использую вас. У нас Европа один раз в день, один раз в год использует 8 марта. У мусульман каждый день 8 марта. Каждый день 8 марта. Каждый день мусульмане целуют. У нас утром отец, это сын, идет, целует руки матери. Дети у нас привыкли, чтобы они должны целовать руку матери. Муж обязан хорошо относиться к религии. Даже что такое, например, калым. Калым это не то, что, например, продает женщина или покупает. Нет. Это безопасный болс, чтобы этот человек уже достоин иметь жена, достоин иметь семья, что он уже имеет. Не то, что, например, у него ничего нет, и ничего не достал в жизнь, и хочет жениться на женщину, которая она с ним она работает больше, чем он, и эксплуатирует его. Поэтому все, кто знает хорошо шариатский ислам, он знает, что нету ни одна женщина нету так не обеспечена, как обеспечена женщина в исламе. لا ما شاء Hürmetli dostlar, millettaşlar, hürmetli Rüstem Faizoviç. Rahmet bizne şuşa, bizim hürmetli Fikret Ahmedjanoviç Tabiyevni iske alıp kişisine çakırığız için. Fikret Ahmedjanoviç Tabiyev dahi kişi, gadi dahi kişi, Tatar milletinin yüzü kaşı. Bütün ömrün, bütün yaşlığın, bütün enerjisini Tatarstan Respublikası'nın alğa көтеру, üske көтеру boyunca bütün ömrüm bergen kişi. Min özüm 23 yaşımda Şallı şehirine kelip Kamaz düzülüşünde katnaşıp 40 yıl anda yaşadım. Min Şallı'dan gitkende, biz kelgende anda 50 min kişi olsa, biz gitkende уже 40 yıldan 680 min kişi yaşadır. No 680 min kişinin 600 mini olar
Fikret Ahmedzanovichni isте tutib, rahmat aytib, onun ruhuna dua qilib yashlar deb o'ylayman hozirda. Qo'yda bor edi ul bizning sirda, bizning ilda 1-2 yil ichida kvartiralar oldu. Oqsha ishlov shulay. Bolalar bog'chasida o'rin bo'lu. Bizni Shollini Kamaz zavodini tuzuvchilarini baxtli etgan kishi. Respublikamızın industriyasını ko'tardi. Onsi bir so'zsiz. Men shu yuragimdan aytam. Bizning butun tilagan tilaklarimiz bunda o'qilgan duolar onun ruhuna erishsin. Alloh taolo Fikret Ahmedzanovichga 7 jannat eshiklarini ochsin. Biz yoshlar kelib Fikret Ahmedzanovich Shollga kelib Zur stadionda ya Dvorets kulturada шығыш ясағанда улай тәдірие. Молодежь, тлеть не надо жить и гореть. Бізге патриотик тәрбие бередірие. Біз еш тумаған балаларымызны көтеріп, болотный итіклер киіп, стадионға түсіп, аны тыңлайдырық. Ол қабызған ұт біздің жүректе янадырие. Атнаға 8 күн ішке шығайдық. Biz o vakitte iş ornunda 5 gün işlesek, 2 gününü bizning предприятияларга, kontorlar salarga çıgadırıq. Şiratlap balalarını qarıdırıq. Şunun için bugün men baxtlı kişi onun tuğan gününde şuşu milletteşler bile birge jıyılıp көңілде, yürekte bulgan öz vaktinde özün көргенде aytılmagan rahmetlerimiz Ya Rabbi Xudayım Allah Teala onları eriştirsin. Turmuş ipteşine hayırlı ömür, balalarına tevfik, uzun ömür, baxtlı bulsunlar. Nindi baxtlı ullar, unuklar üstürgen kişi, özünden son kalgan kişinin ömrü şunun kadar bula. Musa Celil aytgan kibik, jırlarım yaşı diyen kibik, onun işlep, jetekçi bulup, işlep kaldırgan zavutlar, Nijnikamskiy nefтехим, institutlar, kultur uçakları, onlar bütünüsü yaşay. Ol bizim orada, ol bizim oradan gitmegen. Şunun için men bek rahmetli. Bizim orada bizni terbiyelep, şunda jetekçi bulgan için. Orunu jmaqta bulsun. Он, конечно, вложил большой вклад не только в развитие набережных Челнов, Нижнекамска. При нем развивалась нефтяная промышленность. Да, вот эта нефтянка вышла на уровень там, ну, рекордный уровень добычи нефти был в Татарстане, 106 миллионов тонн нефти. И тогда Татарстан вышел на первое место в СССР по добыче нефти. И держал это в течение многих лет, ну, не как многих, относительно многих, конечно. Потом Тюмень обошла. Вот. То есть это не только это набережные Челны, Нижнекамск, это еще и был Альметьевск, Лениногорск, Бугульма. Но они, правда, закладывались раньше, до Табеева, но развитие при нем дальнейшее получили. Есть достоверный хадис от пророка Мухаммада Мустафа, что когда кто-то умирает, если 40 человек будет про него хорошего говорить, думать, руку поднять на дуа, автоматически его азаб, мучения, могилу Аллах прощает. Если на том свете у него учет очень тяжело, когда мы говорим про него, про мертвых, Аллах Субхану ва Та'аля его прощает. Это одно. А второе, как пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что «Иqra'u ясин аля маутакум». Читайте суру Ясин для своих умерших. Как мы, например, сейчас нуждаемся кушать, пить, мертвые тоже нуждаются от нас, наших матерей, наших отцов, наших деда и так далее. Или на другом хадисе говорит пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, что «Суратуль мульк маниуль азаб аль-кабри». Именно суратуль мульк, в Коране есть такой сура, суратуль мульк. Когда мы читаем эту суру для умерших, Господь остановит мучение кабра, мучение могилы. То есть, именно когда у нас кто-то умирает, что наш обязанность перед этим мертвым? Именно вот так надо собраться, читать Коран,
И каждый хотя бы по 2 слова, 3 слова про хорошее этого качества этого мертвого, который умер, от нас ушел. Это будет очень сильный помощь. А когда мы в год хотя бы один раз хатм Коран делаем для кого-то, для своих деда, отцов, учителя и кто не был бы, это очень большое вознаграждение для этого мертвых. Прощает Аллах Субхану ва Тааля его грехи. Что такое хатм? От начала Коран до конца. Это где-то 25 часов время уходит. Или 30 часов. Это не обязательно. Если мы сами не можем читать, мы попросим кого-нибудь, чтобы он этого хатма читал. А потом мы скажем имя. И это хатма, как подарок от ваше имя, будет кому? Этого мертвого. Год один раз. Именно когда вот годовщина. Бывает же? Или 40-й день. Или полгода, 6 месяцев. Или годовой. По традиционно именно наш масхаб Абу Ханифа, ханафийский масхаба, вот такой традиции. А вот когда умирает, около 3 дня, мы всегда собираемся, как это самое, собираем вокруг всех родственников, говорим всего 2-3 минуты. Он был очень хороший, мы довольны от него, пусть Аллах Субхану ва Тааля прощает его. Вот это слова. 40 человек, если 40 человек будет хорошего говорить от мертвых, все одновременно поднимаем руку, делаем дуа, Аллах прощает его грехи, Аллах облегчает то, что там допрос будет перед ангелом. То есть облегчение будет. Фикрет Ахмеджанович оставался и остается в памяти людей человеком с большой буквы на все времена. Который всегда находил правильные слова и всегда поддерживал те наши начинания, ту нашу работу, которую мы ведем. И, конечно же, он всегда был патриотом нашей республики. Мы всегда его помним, гордимся. Человек, который имеет 5 орденов Ленина. Это уникальные люди. Поэтому его память всегда будет с нами.